Всем привет! И с вами я, Ольга, и мой канал о вязании «Вяжи Мама». Спасибо вам большое, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Для меня это очень важно. Очень-очень. Сегодня, думаю, такое будет, наверное, немножко длинноватое видео. Оно будет состоять из нескольких кусочков. И оно будет посвящено моему стеллажу. Вот я сейчас на него смотрю и любуюсь им. Стеллаж мне привезли еще неделю назад, перед Пасхой, а сегодня у нас суббота, 25 апреля, по-моему, так. И у нас 4 дня выходных. Вот сегодня, завтра, послезавтра и во вторник. Мы гуляем. И вот я вот отлаживала заполнение моего стеллажа именно на эти выходные, потому что я хотела показать вам, какая гора у меня тут всего лежит на кровати, просто страшно. Хочу показать все свое добро, связанное с вязанием, рассказать, что хочу положить на свой стеллаж, как его заполнить. Ну, наверное, потихонечку будем. Так что вы можете приготовить чай, кофе, плюшки, вязание, кому что надо, и потихонечку приступим. Ну, вот он непосредственно... Ой, как-то я боком поставила штатив. Вот он непосредственно сам виновник нашего сегодняшнего сбора. Так. Мой стеллаж. Там 1, 2, 3, 4, 5 полок в высоту и 3 в ширину. Вот такой вот из таких квадратов состоит. Я именно такой хотела. Ну вот. Попробую показать вам. Вот эти вот 3 нижние, да, вот самые нижние, я хочу заполнить своими контейнерами с пряжей. Причем пряжу я буду сортировать. Хочу купить еще один тканевой контейнер, куда я сложу чисто те мотки, которые у меня будут начаты. И в отдельный контейнер я хочу сложить туда все целые мотки, независимо, что там будет, шерсть, полушерсть, какой-нибудь это... Ну, синтетика, акрил, или это будет хлопок, полухлопок. Просто хочу вот, чтобы у меня в одном контейнере лежали все целые мотки, а в другом контейнере все начатые. Сейчас я вам покажу свой хаус. Только, пожалуйста, сразу предупреждаю, не пугайтесь. Это практически все, что я сюда принесла из... все, что связано у меня с рукоделием. Там у меня еще в зале осталось несколько корзинок, именно с теми игрушками, которые я сейчас вяжу. Причем вот одну из полочек вот я хочу именно оставить, куда я сложу все свои свитера. Вот у меня сейчас на данный момент есть один свитер крючком, который я вязала несколько лет назад в совместнике с ажурной кокеткой. А сейчас же спицами я еще вяжу свитер. И хочу именно, чтобы одна полка была посвящена свитерам, то есть, чтобы я их туда складывала, тем более я еще планирую повязать себе пару свитерочков, и потом могла взять, вот, и они вот лежали и смотрели на меня. Так, ну, приступим. Я надеюсь, очень солнце не отсвечивает, но вот я старалась тащить все сюда, причем еще здесь вот сбоку. Так, вот. У меня тоже стоят контейнеры и пакеты. Там все, что мне надо. Все свое ношу с собой. И сегодня я хочу сложить хотя бы свою пряжу. И вот там вот лежит вот под игрушками очень много папок. Ну как много папок? 3 папки таких толстых, как это называется? Не скоросшивателя, а регистратора. 3 папки регистратора толстые. Именно... где у меня описание, там игрушек описание, и отдельно у меня папка вообще есть того, что я связала. Так вот, я хочу разобрать свои описания сегодня, плюс хочу купить еще несколько тоже папок-регистраторов, но потоньше. Хочу отдельную папку по брошкам, и, мечта у меня до сих пор остается связать 10 брошек различных себе, и в подарочек тоже. И хочу в отдельную папку сложить все описания игрушек Дианы Пацкун. Не знаю, они мне так нравятся.
И хочется, вот честно, вот чтобы они были отдельно, чтобы я могла потом эту папку достать, если вот я захочу что-нибудь связать, и быстренько найти, а не пришлось мне лопатить несколько, ну, толстых папок. Там у меня стоит доска гладильная, вот что-то я на нее тоже просто положу сегодня, чтобы оно лежало. И даже не знаю, вот что, вот тут воду всех своих игрушек я вытащила, и, ну, некоторые, не знаю, некоторые мне хочется распустить, некоторые, наверное, выкинуть, не знаю, что будет дальше, и как это будет все выглядеть. У меня, вы, насколько помню, я как-то рассказывала, что у меня 3 контейнера с крышкой от Fix Price, и вот, как я говорила немножко раньше, в один я хочу сложить все целые мотки, во второй все начатые мотки, а в третий, ну, учитывая, что у меня там есть пряжа в упаковках, соответственно, я ее не буду запихивать в эти контейнеры, я ее просто сверху положу на этот контейнер с целыми мотками. Да, положу с целыми мотками сверху. И в один контейнер я хочу поскладывать свои игрушки. Просто хочу, вот когда придет лето, попробовать кое-какие игрушки постирать, которые такие у меня уже древненькие, которые уже давно связаны. Я хочу постирать и посмотреть, как они будут себя вести. Ну, вот как-то вот так, даже не знаю. Вот смотрите, надеюсь, видно. Вот, видите, у меня целая папка. Хочу вот разобраться с описанием, потому что мне кажется, что, возможно, у меня даже где-то есть, ну, по несколько одинаковых описаний. Не знаю, вот и сразу буду вот смотреть, и тут, видите, даже у меня есть, что без файлов. Ну, и хочу сразу смотреть, если что, и разлаживать по стопкам. Вот, как я говорила, хочу описание отдельно Дианы поскладывать в разные стопочки и ложки. Но сейчас я к этому отключусь, приступлю к разбиранию своих этих описаний. И когда вот хоть немножечко разберу, то я подключусь и к вам расскажу, да, вот. А вообще, знаете, чувствую, что я буду, наверное, по чуть-чуть все вот эти выходные разбирать свои вот эти завалы, потому что вчера, я помню, что вот, помните, я когда-то вам показывала, что я на Стиме купила такие глазки, типа пуговок, да, бусинки такие. И вот вчера вот я хотела собрать игрушку вот эту своего оранжечелла, зайца вот этого оранжевого, который у всех называется лимончелло. И плюс барашку. Мне что же надо? Вот я вяжу барашку, тоже в онлайн уже, правда, уже закончился. Ссылки на авторов этих игрушек я оставлю обязательно. Там надо пришить глазки, и я знаю, что они у меня есть. Но где они? Не знаю. И вот тоже думаю, что вот у меня много разных коробочек. Возьму, наверное, листик, мало ли что мне, ну, запишу, может, что-то вот я буду сразу видеть, что мне не хватает какой-то, может, коробочки. Просто напишу, завтра поеду делать маникюр, потому что уже страшный. Да и время пошло, у меня завтра запись. И напишу, что вдруг мне что-то надо будет купить. Чтобы, ну, купить уже и продолжить разлаживание всего дальше. Но вчера попыталась сложить глазки, хотя бы более или менее в одно место. Много коробочек разных. Причем даже есть такие глазки, которых я даже забыла, что я их покупала. Вот чисто, чтобы глазки, носики сложить в одно место. Ну, будем смотреть, как это будет дальше получаться. А сейчас я немножечко отключаюсь. Ну вот я опять решила к вам подключиться. Как сюда посмотришь, такое чувство, что стало еще всего больше. Ничего не уменьшилось. Но когда я посмотрю вот сюда, уже немножко что-то вырисовывается. Вот там вот я поставила 3 папки регистратора, которые у меня есть. Так, немножко так разведем. Надо еще купить. Завтра, может, если будет получаться, штуки 3 еще куплю. И я там уже немножко поразлаживала по стопкам. Описание, которое у меня есть распечатанное. Так, описание, которое у меня есть распечатанное, поразлаживала по стопочкам. И у меня было немножко файлов. Ну, то, что получилось, положила в файлы, и они лежат по стопкам. Правда, там еще стопка неразобранных такого размера, что, я не знаю, мне еще, наверное, неделю ее придется разгребать потихонечку так.
Поставила, вот видите, часть своих книжек поставила. Сейчас попробую поднести. Вот поставила своих часть книжек. Также, ну вот именно вот эту половину я хочу ее, наверное, отдать под книжки, под регистраторы. Ну, не знаю, как там будет получаться. Буду смотреть. Поставила свою корзинку с крючками. Но вот это вот все я потом буду потихонечку, ну, разлаживать, мне кажется, на другие полки, потому что мне не нравится, как оно все стоит. Просто сейчас у меня главная задача разобрать вообще, что у меня есть, разложить по разным коробочкам, чтобы вообще знать. А вообще хочу, девочки, сказать, что вот я говорила, что я хочу полку, где у меня будут лежать мои свитера. Вот уже первый свитер я положила. Он будет здесь лежать. Просто у меня сейчас задача все вот разгребсти, вот это все, потому что все сложено на кровати, а спать мне как бы тоже где-то надо. Разбираю вот там куча разных коробочек, у меня там столько всего, что я даже не предполагала. Вот у меня есть такие вот баночки, это от чего это было? От пластилина какого-то или песка этого, ребенка еще. И я их всех сохранила, и туда тоже иногда вот с собой куда-нибудь ездишь, даже положить те же булавки какие-то, булавки, говорю, иголку, нитку, очень удобно. Также у меня лежали в банках кое-как свернутые этикетки. Я решила в этом году посчитать, сколько пряжи я извяжу. И у меня был такой альбом, помните, я когда-то говорила, что хочу завести альбом и буду туда, какую я пряжу извязала. Но это какая-то была не очень хорошая идея. И вот я просто решила, да, потому что это все свернуто. Вы не раз видели, наверное, как я тот же вот этикетку от газала или джинса сворачиваю в трубочку и внутрь запихиваю мотка, но, видите, это служило со мной плохую службу. Потому что все этикетки у меня такие вообще очень пожмяканные. Короче, вот я посидела, поразбирала по производителям. И пока вот так. В конце года хочу посчитать, сколько я километров пряжи извязала. Ну и грамм, конечно. Может, так будет немножко более продуктивно. Так, это мои наборы спиц. А вот это у меня мои древние спицы. Пук. Помните, раньше были такие прямые спицы, и вот у меня вот пук таких вот спиц. Здесь они разного размера, даже у меня вот есть такие деревянные спицы, 6 номер. Ну, пускай не буду их выкидывать, пускай будут, все-таки для истории они нужны. Может, я их, конечно, со временем куда-то переложу, не знаю, будет видно. Вот я сейчас вам рассказываю, не знаю, может, я там полголовы показывалась. Как-то даже не знаю. Потом, что я еще сделала? Так, будет немножко потрясывать. Я выставила свои все кактусы сюда. Может, тоже как-нибудь потом перегруппирую. Но просто вот эти два комодика зеленые, они, мне кажется, там всякие у меня и пуговки, и маркеры. Вот у меня тут маркеры вот эти, которые как замочки лежат. И вот эти лампочки. Такие железные, не буду доставать уже, если честно. Они у меня тут лежат, и еще куча всякой мелочевки, хотя вот этот вот полупустой комодик стоит. Потом со временем, я думаю, тоже чем-нибудь его заполню. Мне кажется, просто вот зеленый, вот с кактусами, он идеально у меня сочетается. Хотя я понимаю, что со временем, возможно, я это все перестану. У меня сейчас, как я говорила, главная задача вот просто все это разгребсти, вообще посмотреть, что у меня есть, что у меня может не есть, может, что мне не надо, что надо кому-нибудь может пригодиться больше, чем мне. Так, это я сейчас медведя этого посадила, которого мне подарили. И вот туда я поставила 2 коробки. Так, сейчас покажу вам, что в этих коробках. Так, в этой коробке у меня, как я говорила, я хочу глазки. Вот, здесь почти все мои глазки, я надеюсь, вам все видно. Почти все мои глазки, нету только вот этих пришивных глазок. Ой, и носики. Думаю, самое удачно будет, что они будут лежать все в одном месте.
Я не буду искать по всем разным коробкам. А здесь у меня пуговицы. Сейчас покажу. Вот. У меня куча пуговиц. Ну, вы знаете, что я пуговицы люблю. Так что коробка, ну, обоснованного размера для пуговиц, потому что, возможно, я еще каких-нибудь пуговиц закажу с нашего чудесного сайта китайского. Но это будет видно. Так, сейчас я немножко прервусь, опущу штатив вниз и покажу вам, что у меня на самых нижних полках занимает. Как я говорила, я хочу вниз поставить все свои контейнеры. И пряжу вроде бы с большего по квартире, кроме тех вот мотков, ну, которые мне непосредственно сейчас нужны при вязании, я поскладывала. Вот здесь у меня лежат контейнер, я туда сложила все свои целые мотки и сверху положила то, что в упаковках. Ну, даже вот видите, эта пряжа сарафана тоже сюда положила, чтобы она пока не валялась. Кстати, да, надо будет на одну полку сейчас сложить все мои недовязы, чтобы просто, ну, их видеть, вообще видеть это количество и думать, что с ними делать, как их дальше вязать. Так, это здесь у меня целые мотки, здесь у меня не целые мотки, хотя, помните, я когда-то говорила, что я хочу собрать всю палитру Газал Baby Cotton. И вот у меня есть такая коробочка. У меня было несколько моточков цветов по несколько мотков. И я их решила сложить вот сюда по одному мотку. Короче, решила начать это дело. Надеюсь, что к концу года я по максимуму все-таки соберу эту свою палитру. Ну и вот в третий контейнер я туда сложила часть своих игрушек, ну, которая влезла. Потом буду думать, что с ними делать, какие, не знаю, может, постираю, может, от каких-то избавлюсь, кому-то, может, что-то подарю. Ну, и не знаю, я еще, честно, не думала. Сейчас мне как бы хочется все разгребсти, что у меня тут лежит, потому что у меня, оказывается, тут и контейнеров каких-то куча разных лежит. И надо, наверное, вот в контейнеры поскладывать именно свои недовязы, освободить, возможно, какой-то один большой, чтобы туда они все поместились, чтобы не было вот этого нагромождения, куча маленьких коробочек разных. Но сейчас посмотрим. Потом я, если что, как что-нибудь я еще тут заполню, я к вам присоединюсь. Ну и там вот, видите, у меня некоторые мои игрушки живут уже. Тоже, возможно, я их буду рассаживать по разным полкам, еще не знаю, но хочу их пока тут собрать. И снова привет! Сегодня у нас воскресенье, и я продолжаю заполнять свой стеллаж. Вчера, честно, захотелось так повязать, что просто не было желания уже все расставлять. И я сейчас вам расскажу, что я тут сделала. У меня тут еще довольно-таки большая горка. Сегодня я съездила в город и купила еще себе покупочки. Итак, я сейчас подойду и все вам расскажу. Возможно, где-то я буду повторяться, извините, просто вся на эмоциях. Итак, сразу смотрю и думаю, вчера же хотела сделать свое платье, которое я вяжу крючком по мастер-классу Ольги Захарченко, хотела спрятать в проектную сумку. А все свои проектные сумки, и косметички, которые я использую в виде проектных сумок, я сложила вот в ту коробку, ну, от посылки. Они туда все хорошо поместились, лежат, и тем более, ну, коробка плотная, хорошо закрывается, и, ну, пыль не будет туда попадать, они не будут так пылиться. Также я туда сложила чехлы для спиц и для крючков, которые мне подарили. Просто хочу сначала все разобрать, вообще запомнить, где у меня что лежит, и потом только приступить к разбиранию вот этого вот, где у меня лежат всякие крючки, тут ножнички, спицы гамовские и остальные, которые, ну, я покупала еще раньше, до того, как начала покупать все наборы. И, ну, уже туда все разложить, чтобы все у меня было очень красиво. Но пока у меня вот даже, мне надо, чтобы я созрела для этого
морально. Ну, еще время не пришло, так что придется еще подождать. Так вот, не помню, говорила вчера или нет, вот сюда я сложила все свои недовязы, ну, кроме тех игрушек, которые я вяжу сейчас непосредственно. Они у меня еще там в зале, ну, две корзинки с процессами стоят. Когда вот я закончу эти игрушки, я там сейчас вяжу, заканчиваю Пеннивайза и Барашка, и Лимончелло. У меня часть деталей сложена в моей шляпке, поэтому шляпки место здесь тоже, но пока она занята немножко по неназначению. Сейчас еще не сезон, так что можно ее и поиспользовать не так, как она должна использоваться. И на третью игрушку я взяла пряжу, потому что мне надо деталь связать за сегодня и отчитаться мастеру, потому что эта игрушка у меня в тесте. Но об этом я расскажу в одном из своих следующих видео, где я буду рассказывать о том, что я вяжу, что я связала за это время, пока меня с вами не было. Также вот, помните, коробочку я показывала? Я еще туда ничего не сложила, не знаю, что туда сложить. Она мне так тут нравится, лежит, стоит для красоты. Я вчера говорила, что сегодня буду в городе и куплю вот этих папок. Говорила, куплю папок вот этих регистраторов, но, честно, я не успела сегодня. У меня был вариант или купить папки регистраторы, или опоздать на свой, ну, и опоздать на свой автобус, или и потом идти 7 километров пешком. Что, ну, не захотелось мне идти пешком. Так что папки регистраторы я куплю, может, на следующих выходных буду, или, ну, после работы как-нибудь забегу в магазин, ой, извиняюсь, и куплю. Там у меня на доске гладильной лежит уже часть разобранных описаний. Я, да, разбираю остальную часть. Вообще, мне кажется, что как-то их очень много у меня. Так, про книжки я рассказывала, по-моему, вчера. Книжки. Так, вот еще у меня есть все, что осталось от моего Хала Файбера. У меня был большой пакет килограммовый, вот этот. И у меня где-то есть большой красивый пакет. Вот там надо будет разобрать. Такой подарочный. И туда, я думаю, наверное, я поставлю этот холофайн и поставлю сюда. Ну, потому что не очень красиво смотрится. Пока он у меня здесь лежит, вот, чтобы мне на глазах всегда было, чтобы я его видела, чтобы не забыть о нем. Сложила сюда, корзинку сложила. У меня тут разные баночки. Даже вот набор это для специй. Но, ой, я туда хочу каких-нибудь, наверное, красивых пуговок или чего-нибудь насыпать и расставить. Так, это детали для рыбалки, удочки, всякие грузилы. Это поплавок, наверное, называется. Не знаю, леска, но это не мое богатство моего молодого человека. Просто решила сюда его сложить, чтобы не валялось. Ну и тут всякие у меня лежат шары вот эти ротанговые и... Как это называется? Делать помпошки. Вот эти штучки у меня тут лежат. Машинка для катышек, ну и другие баночки. Все поместилось сюда очень хорошо, мне нравится. Может, конечно, я со временем еще переставлю что-нибудь здесь. Не знаю, но пока меня это устраивает. Конкретно, что у меня все лежит здесь. Здесь это у меня какие-то я тут шапки вязала. Вот этот берет, кстати, думаю, может, я его и распущу. Это Газал Бэби Катон, а у меня такого моточка нет. Это я в каком-то совместнике вязала, и там было задание головной убор. Ну и вот, теперь у меня вот мысль, я хочу его распустить. Ну, для игрушек, я думаю, нормально будет. И вот эту кофту я в каком-то тесте вязала, это детский вариант. Она мне вообще не удалась, тоже распущу. Для игрушек будет нормально. Это Газал Бэби Катон, именно вот эти я хочу две распустить. В коробке не смотрите, что тут алкоголя. Она плотная, она мне нравится. А вот в эту коробочку надо, наверное, какой-то купить бумаги красивой и это все обклеить, потому что они уже такие пошарпанные, но плотненькие, мне нравятся. А в эту коробочку я сложила тканюшки, которые у меня есть. Именно, думаю, с этих тканюшек я их покупала как-то, участвовала в совместнике у Дианы Пацкун по калам ее. Еще если найду фотографию, уже давным-давно, года 3 назад, там надо было шить им юбочки, и мне как-то было, если честно, так стрёмно покупать 20 сантиметров ткани. Я решила тогда вязать 3 калы,
И я решила купить каждой ткани по 3 метра. Ой, по метру. Короче, у меня тут лежит почти 3 метра. Не знаю, куда ее деть, может, что-нибудь придумаю, может, ну, у меня есть такая более плотная ткань, может, как-нибудь сошью какую-нибудь проектную сумку, а вот эти цветочки внутрь добавлю. Не знаю, еще даже не думала. Короче, как-то вот так. Ну, вот сюда, вот как вы видите, я сложила всю свою мелочевку, свои блокаторы, большие на перчатки. Также я сюда добавила своего такселя. Когда довяжу игрушку вот эту, которую я еще в марте месяце начала вязать, или в феврале, не знаю, потому что куча каких-то совместников, и самое обидное, ну, что там одна игрушка нравится, а подписываться надо на всех. Ну, надеюсь, вот я уже написала список того, что мне надо связать, что я это очень скоро свяжу. Крем, вот, из разряда, что крем для рук у меня везде лежит. Ну, игрушки я сюда добавляла, которые мне больше всего нравятся. Такой красивый мольберт, мне он очень нравится. Баночки всякие. Так, что я еще сюда положила? Ой. Так, вот эту полку видно или нет? Сейчас посмотрю. Все хорошо видно. Здесь я сложила мою вышивку. Когда-то год назад я начинала вышивать варежки. Одну вышила, вторую еще никак. Но, может быть, когда-нибудь, типа до Нового года, я это все вышью. Потому что это вообще задумывалось как это игрушка на елку. И также у меня тут баночка с бисером и вышивка. Вот эта, которую я очень хочу вышить, она очень хорошо подойдет в мою комнату сюда. Мне ее дарила в обмене подарков Аня Пименова. Вот это я очень хочу вышить. Осталось сначала довязать все свои недовязы, хотя бы на процентов 70, и все мои хотелки. И можно приниматься смело за вышивку. Ну, там у меня лежат какие-то вышитые мои картины и куча ниточек мулине. Кстати, из ниточек мулине я тоже планирую вот вязать какие-нибудь маленькие вот игрушки. Вот это у Нэнси Упс, у нее же есть бесплатные описания. Вот хочу на них поучиться вязать вот эти маленькие игрушечки. Потому что во многих пишет, что она пишет, что она вяжет из мулине. Ну, мулине у меня хватает. Так что повяжем. Как я говорила, вот эта полка у меня будет для свитеров. Вчера я показывала, что я сюда положила один свитер. И решила еще положить сюда свою майку, которую я вязала в прошлом году из знака... Нака Калико. Думаю, как же она называется? Хотела сказать Нака Париж. Или Пэрис, но потом думаю, он же такой мохнатый, не то что-то думаю. Ну, думаю, вот она пускай здесь лежит, тоже мне вдохновляет для роста моей стопочки. Ну и наверх я разложила кучу разных коробочек. Здесь у меня тоже пуговки, тут тоже много всего всякого, половину даже не помню, не разбирала, сразу говорю, просто вот сейчас у меня задача разобрать все по максимуму. Вот там вот сзади стоит большой такой пластмассовый квадратный у меня таз. Я не знаю, насколько он литров, но больше, чем на 20 литров. Я туда все, что вот осталось вчера, я не сложила, сгребла туда с кровати. И еще стоит пару корзинок. Ну, там корзинка в корзинке. Не знаю, как это все разобрать. Буду сейчас вот опять все это выложу на кровать и буду разбирать. Надеюсь, что сегодня я с этим справлюсь. И также вот в своей вот этой коробке я нашла, вот что я когда-то заказывала вот такие вот цветочки на китайском сайте. И я как-то вам рассказывала, что вот сюда я хочу связать корзинку с цветиками. Блин, разбились. У меня не отклеились, а тут были приклеены. Интересно, даже не замечала. И думаю, ну, что она будет пока стоять пустая, и этот цветочек будет лежать, скучать. Такой яркий, красивый. И, короче, ну, не падай. Я решила, что пока они подружатся друг с другом. И там куча разных коробочек, ленточки и все остальное. Так, ну, вот это, в принципе, наверное, все, что я пока вчера сделала. То, что я вам не показывала. А сейчас я немножко отключусь, вытащу из тазика все на кровать. Покажу вам, наверное, сколько всего осталось. Но это не все. У меня аж, я говорила раньше, что там еще корзинка стоит с моими недовязами. Но я ее нести сюда не буду, потому что я активно то вяжу. Вот когда у меня останутся какие-то моточки, я их просто приду
И сложу в эту коробку с начатыми моточками. Так, все. Я на секунду теряюсь, нет. Прерываюсь. О, как это. Так, извиняюсь за цвет видео. Просто у меня солнечная сторона, ну, очень тонкие шторы, и сейчас здесь очень много солнца. Так что будет как-то вот так очень светло, непонятно. Я сейчас смотрю, мне кажется, вот доставала, тут, может, половина уже не относится к вязанию. Но ничего, буду разбирать, посмотрю. Может, что-то и выкину. Мне кажется, тут уже и описание каких-то куча непонятных. Кстати, нашла пакет. Вот я говорила, что хочу свой этот мешок с наполнителем. Вот в такой пакет. Я его сейчас вот сложила и поставлю туда наверх. А то этот синий цвет меня немножко угнетает. Ну, как мусорный, это ж мусорный пакет. И он вот, ну, немножко не так выглядит, как бы хотелось. Конечно, он немножко еще выглядывает из пакета, но еще несколько игрушек и так будет не видно. Еще вот я нашла еще подушку, которую я потом распотрошу для вязания, ну, для наполнителя. Это икеевская подушка. Я вообще очень люблю их использовать для наполнителя. Там такой белый синтепон, а то иногда бывает покупаешь, он бывает каким-нибудь серым оттенком. А девочки как-то в одном из видео говорили, что они вообще купили зеленый синтепон, не синтепон, как это? Холофайбер, во. Зеленого мне еще, кстати, не встречалось. Так что вот, видите, тут такая кучка, не совсем маленькая, небольшая. Сейчас разберу, что не надо выкину. У меня там уже стоит пакет, в который я там выкидываю. Некоторые, знаете, описания у меня попадались по несколько раз распечатанные. Ну, все пошло в макулатуру, то, что не надо. Ну, и тут сейчас посмотрим. О, это от скотча. Я помню, когда-то, давным-давно, хотела сделать себе шкатулку. И там была вот основа шкатулки именно от вот этих сердцевинок от скотча. У меня их 3 сердцевинки, а шкатулки пока ни одной. Ну, не знаю, я еще подумаю, выкидывать или нет. Будет видно. Итак, разгребание у меня потихонечку проходит. Здесь я нашла коробку с кучей всяких этикеток от одежды, а там на ней кучу пуговок. Так что сейчас я, наверное, эти пуговки, ну, поразбираю, потому что сами понимаете, что в вязании у нас пуговки в любом случае всегда пригодятся, а все остальное выкину. А коробочка, кстати, очень хорошая, такая плотная. Она вот такая вот так задвигается. Коробочка в хозяйстве пригодится. Тоже оставлю коробочку вот такую вот. Я насобирала вот такую гору пуговок из этих пакетиков. 2 кнопки для джинсов и тут еще пару пуговок. Сейчас это положу в один из комодиков. Там есть как раз пустые ячейки и что-нибудь еще вам расскажу. Итак, что? Вот здесь у меня пустые все ящики. Крышка от того ящика вон там. Так, сейчас я ее возьму. Ой. Так. Не знаю, влезет это или не влезет сюда. Достану, не буду пока ломать ящик. Не знаю, как это будет все выглядеть. Так. Я сложила еще в один пакет. У меня были крафт-пакеты, я о них благополучно забыла. И еще были мешки, они такие от одежды, по-моему, что-то здесь была одежда какая-то. Но они такие плотные и на замочке. Я когда-то оставляла их для пряжи. Ну, не знаю, может, когда-нибудь у меня будет столько пряжи, что она не будет помещаться в мои коробки. И, ну, я думаю, вот эти мешочки мне хорошо пригодятся. Если что, они вот лежат, кушать не просят пока. Так что, думаю, пускай останутся. Нашла еще конус от льна, от бобинного льна, который я вязала, ну, с которой я с Катей связала. Не знаю, наверное, оставлю, выкидывать пока не буду. И когда-то у меня была сумка, она была, правда, такая сшитая. И там был вот этот механизм. Открывалась она так. Сумка, конечно, пришла в негодность. Механизм остался. Может быть. Может быть.
Была еще как-то у нее эта цепочка, но где цепочка делась, если честно, я не знаю. Но если что, можно какой-то, наверное, ну не самый большой редикюльчик связать. Тем более мне один мастер-класс нравится в Инстаграме по редикюльчику, но денег на него пока жалко. Не знаю, надо пока вот довязать все, что у меня есть, что я хочу, а потом уже думать о новых мастер-классах, платных и бесплатных. Ну вот, я поставила пакеты наверх. Как это выглядит сейчас, вот вы можете видеть. Вверху стоят пакеты. Ну, конечно, хотелось бы вид немножко получше, но пока получается так. Может, со временем я что-нибудь еще придумаю. Может, куплю какие-нибудь контейнеры и все оттуда переложу в контейнеры. Не знаю, если честно, пока не готова, наверное, немножко покупать контейнеры. Нашла свою благодарность за участие в Дне вязания у нас в Бресте в 2018 году. А также нашла... Куда эта ленточка? Файл, и здесь мои открытки. Не то, что нашла, я знала, где этот файл. Открытки, и у меня здесь еще разные наклейки. Я когда-то мечтала сделать альбом такой красивый, ну, как скраббукинг. Хотела сделать для ребенка альбом. И тоже вот как бы мечты есть, а руки не доходят. Пока вот я не созрела до этого. И я пока вот этот файл разбирать не буду. Ну, тут есть, конечно, и очень красивые открытки, именно рукодельные наши открытки. Ну, смотрите, какая есть. Как-нибудь на выходных сяду, все разберу, пока я это все поставлю вот здесь. Все открытки, которые... Вот откуда эта ленточка, не могу понять. Уже который раз она у меня вылезает. Надо ее туда поглубже засунуть. Поставлю вот этот файл сюда. Думаю, надеюсь, на выходных, дальше, которые будут, я доберусь до этого файла и сложу в отдельный красивый пакетик свои открытки. Также, вот разгребая вот эту всю воду, я нашла еще кучу разных описаний. Они там уже даже такие, знаете, желтоватые листики стали от времени. Но я это все сложила в ту стопку, которая у меня с неразобранными описаниями. На неделе буду тоже вот их потихонечку разбирать, потому что нашла еще кучу файликов, поосвобождала, так что у меня есть куда-то немножко вот можно разобрать и поскладывать описание. Мне нравится, когда каждое описание лежит в отдельном файле. Тебе когда надо, ты папку достал, раскрыл ее, ну, вытащил описание и, ну, вот этот файл с описанием, и пользуешься им. А потом точно так же все положил на место. Это стопка, я, конечно, вижу, что все меньше и меньше становится. Сейчас поставлю корзинки наверх и посмотрю, может что-то из этого вообще надо выкинуть. Не знаю. Сейчас пойду разбирать. Всегда, когда остается, ну вот, мало чего разбирать, ты уже не знаешь, куда тебе что надо тебе или нет. И вот у меня тут целый моток таких вот кружев непонятных. И я вот сейчас скручиваю их и думаю, а нужны они мне или нет. Но я прекрасно знаю, что если я их сейчас выкину, то не пройдет и недели, как они мне понадобятся. Так что, не знаю, может тоже пока сюда сложу. Вот сейчас кручу, сложу и пускай полежат. Может потом в следующий раз, когда буду наводить порядок, я это выкину. Честно, не знаю. И вот тоже много так вот разбираешь и думаешь, а надо тебе это или не надо. Вообще как-то очень так интересно. Раньше же когда-то оно надо было, когда ты покупал. Все так меньше и меньше становится. Вот уже хочу увидеть финал истории. Чем вот это все закончится, вот это слаживание мое. Ой. Ну, уже почти крутила. Ну, мне, если честно, нравится пока вот что мне получается, а вы напишите, нравится вам или нет. Ну, вот это я надеюсь, что, конечно, оно будет уменьшаться. Мои запасы процессов незаконченных. Так, они будут заканчиваться, а готовых работ у меня будет
увеличиваться. Так, надо выпрямить. Ну, и что, ты не хочешь помещаться? Ну ладно, как-то поместилась. Тут вон каких-то нацеплялось этих ниток. Сейчас буду еще убирать нитки. Ну, это такая красивая с люрексом, но не знаю. Пока мне, если честно, жалко выкидывать. Пока пускай может здесь полежит. Знаю, что я сорока, и мне все надо, но... Ну, такая я. Что поделать-то? Так. Сейчас, секундочку. А, вот в эту красивую коробочку я сложила все-таки эту матушку. Как это называется? Конус называется. От моей пряжи льняной. И вот эти сердцевины от скотча. И баночку. Но я их когда-то собирала, а вот все-таки хочу я такую шкатулку. Ну вот как-то руки не доходят. Это все из тех времен, когда у меня была мысль сделать альбом ребенку. Ну и вот хотела себе шкатулку. Вот мне когда вот перед тем, как я начала, опять вспомнила, что я умею вязать. Был период, когда мне очень нравился скрапбукинг. Я вот просто тогда в Одноклассниках сидела больше всего в социальной сети. И я просто вот над этими фотографиями слюни реально пускала. Так они мне нравились, они такие красивые были. Ну, а сейчас мне тоже очень нравится. Ну, я пока не готова я вот вдариться в ту сторону. Ну вот, я все доскладывала, поставила наверх корзинку, контейнер вот этот, это вообще от Корма контейнер. И будет так у меня пока стоять. Может, конечно, со временем я какие-то красивые контейнеры куплю. Так, меня призвали. Может, потом куплю контейнеры прозрачные, туда все перескладываю, чтобы оно как-нибудь гармонировало. Ну, не знаю. Так, что я еще куда сложила? Не знаю даже, что вам сказать. Вроде бы все. А теперь я опять повернусь к вам лицом и скажу спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Напишите мне там внизу в комментариях, понравилось ли вам такое видео или нет. Понравилось ли вам, как я тут все расставила. Может, какие-то у вас есть варианты, которые мне тоже подойдут. Напишите мне это все внизу. Еще раз спасибо вам большое о том, что вы досмотрели это мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставите мне лайки, дизлайки, пишите комментарии. Для меня это все очень важно. Все, пока-пока. А я пошла вязать.